Так, ребят, всем привет. Сегодня будет разбор на Эмбере. Просили записать. На Эмбере будет играть мидер команды Тундра BZM. По старбаю всегда 4 ветки Фейрик Танго. Против Бетика можете взять танго, апнутый стик и веточку, просто чтобы он... Когда заспавнивал вас, у вас просто были ресы до батла какие-то. Скиллпод не тратить, чтобы, если что, если будет какой-нибудь ФБ, он подошел какие-нибудь чины просто дал. Если нет, то на линии просто щиточек вкачает, там пачку впушит. Или если нужно будет какой-нибудь килл себе забрать, фисты может тоже вкачать. И стоит именно здесь, потому что если какой-нибудь враг захочет здесь почекать вард, зайдя вот сюда по тауэр, он, встретил его, и враг не понял, стоит вард или нет. Сразу же идет пачку чекать, и пачку стопить. Квопу линия, немножко неприятненькая, но в целом, если вы на Эмбере потный, то вы можете постоять даже в Хускара. Если правильно входите щиточком, вы должны всегда жать щиточек на первой пачке и вот так вот просто коммититься в чела и максимально его пробивать. Если вас начинают бить, рэд-кликать и бить крипы, можете прям в пачке схавать тангом. Вот как и сделал, соответственно, BZM. Квопа же в свою очередь понимает то, что он сейчас будет там как-то ей пытаться денаить и стать по таурам, поэтому Квопа в свою очередь, так как она оранжевик, подходит в упор к пачке, чтобы у нее тычки долго не летели до крипа, чтобы Эмбер и не денаил, тоже берите на заметку. Вот. Эмбер аккуратненько себе крипов выпулил. Двух по таурам, их просто забирает быстренько, чтобы как можно быстрее ботл купить. У таура он у себя их не стал мансить вот здесь вот, потому что понимает, что когда эти два крипа подойдут, еще следующий, и они здесь умрут, и так пачка встанет на ХГ, а если бы он их здесь с ними помансил бы, то пачка бы зашла к нему по таур, и потом бы впушилась обратно в копу. Это для него было бы не очень хорошо, потому что тогда он не сможет ее под щиточек пробивать, и пачку в целом с щитком он пушить не сможет. Поэтому линию старается держать просто у себя на ХГ. Как только апает левел 3, качает щиточек в 2, сразу же его нажимает, чтобы под вторую минутку впушить пачечку и попытаться забрать 2 водички. Перекладывает сразу же веточки. Про одну решил забыть просто. Вынудил Копу вкачать блинк, потратить его, дал ей пару тычек и сразу же бежит на пачку. Переагривает ее на себя, чтобы было легче стоять и МБ попытаться вдонаить этого самого ранжа. На линию сразу же доносит обычный стик за 200. Не апает, потому что Копа не столько прям сильно спамит, чтобы зарядить все 20, и чтобы, соответственно, себе быстрее донести Orb of Blight, чтобы с фиста было больше урона, на минус армор просто. Фистом старается контестить оранжа, к сожалению, у него это не получилось сделать. Понимает то, что сейчас у него, вот на этом моменте он понимает то, что Копа сейчас, скорее всего, вкачал Кортик 2 на 4 уровне, и знает то, что он потратил фист, и Копа сейчас побежит давать в него Кортик, и поэтому он переагрил просто на себя по пачечку, чтобы этот самый Кортик не словить в тот момент. Потом уже чуть-чуть пальчику поставил и решил, что можно уже хавать этот курт.
ближе к 4-й минуте опять нажимает там щиточек, чтобы эта пачка сейчас стала к нему, потому что, ну, к ВП получается. Нижнюю башню сил света атакуют. Здесь у него дизраптор, к сожалению, рунку законтролил. Неожиданный мув такой от вражеской пятерки. Потом сразу же себе дабовый стик, ждет левел 5, чтобы с щиточком в 3 опять что-нибудь сделать. Ну там, то есть, типа, пачку впушить, там, КВПу пробить, что-то такое. На базу, скорее всего, не пойдет, потому что это просто впадлу делать. Потому что он хочет прожать левел 6 и просто с левелом 6 забузить ресы. Здесь я бы, конечно, на его месте как будто побежал бы дизраптор, потому что очевидно было то, что копа выблинкается, а вот дизраптор бы никуда не ушел. Поэтому я бы на его месте просто дизраптора бы развернулся. Но его здесь в целом и так доберут, так что... Хорошо все получилось. Копал урез и дизраптор убили. Сейчас будут пытаться ее добирать. К сожалению, не получается. Максимально агрессирует, потому что понимает то, что у Копы пока что ресурсов нету. Сап, который был только что в миду в таверне. Поэтому позволяет себе делать такие вещи, как только дизраптор реснулся, сразу же ушел просто вообще к себе по тауэр. Будет просто шмоточкой, чтобы по тауэрам там больше хпшек себе получить. И просто ждет левел 6, чтобы забудить себе ресурсики. Рунку, наверное, забрать не получится, потому что левела 6, скорее всего, не будет. На Копа еще и глиф нажала, чтобы левел 6 апнуть раньше. Ну, глиф, скорее всего, там в топе нажался, чтобы задавить. Но это к Копе тоже, так скажем, помогло, чтобы Эмбер... Если бы Эмбер успел пушить бы эту пачку без глифа, то он бы просто откинул ремик бы на одну руну и на вторую побежал бы. А так у него сейчас это сделать, но он просто не успеет, к сожалению. Потому что вот он... 6-я минута, и он уже на 6.03 только апнул себе левел 6. И, к сожалению, не успел рунку забрать, поэтому еще просто полетит на базу, оставит ремик и сейчас просто вернется на него. Сейчас подождет курьера и с тапочком и полетит уже. Из тапков выбираете фейзы. Есть еще билд, если вы хотите покачаться через ПТ-БМ, но он сейчас как будто не очень актуальный, потому что там БМ поднерфили, чтобы его на каждого героя не покупали. Поэтому сейчас уже лучше играть всегда через фейзы плюс КО. Аккуратненько не палится перед дизраптором и выходит в спину под виздом. На пачку в миду решил подзабить, для этого самого виздомом. Задоджил Глимс. Как только увидел Ковпондайнга, полетел на заранее оставленный ремик. Здесь аккуратненько встает вправо, чтобы сейчас в него из кустов какой-нибудь там дизраптор плюс Копа они вышли, не убили. Там под глимс ему не пришлось бы там кучу ремиков тратить и т.д. и т.п. Поэтому аккуратненько пачечку себе выпуливает. Ну и плюс сейчас он ее прям к себе по тару выпулит и линию себе поставит. И следующую пачку он тоже за фри, за экспит закачает, не подставляясь под Копу, дизраптора и так далее.
Ну и сможет под щиточек к квапе чуть давать отпор. Хотел полететь на румку просто, потому что думал, что здесь будет сразу же нападение в Бэйна со всех сторон. Поэтому решил ему помочь. Сразу же Доджестан Леоном. Кинул ремикс, чтобы зачейнить Попу. Просто не летел на него, просто кинул ремик и нажал чейн из-за аспекта. Люди под ремиком зачейнились. Понимаешь, что здесь дальше он ничего без маны уже не сделал, ты просто тупо побежал на активку. И с активкой уже, так как выпал хоста, сейчас МБ за тавером выцепит этого самого Леона. Да, так и происходит. Андайнга не пробьют, поэтому давить он не будет и просто, развернется на пачечку с кайфиком. Прилетели фейзы. Сейчас, скорее всего, просто опять будет стресс, и нам ремик у него уже заранее стоял. Нижнюю башню сил тьмы атакуют. Пачечки не подходит, пока щиточка нету. Обидно, не так ли? Ну тут Квапа отошла от пачки, поэтому подошел просто подонать. Если бы Квапа дальше от пачки стояла бы близко к ней, то он бы не подходил бы. Нижнюю башню сил тьмы атакуют. Фисты оставляете в 2, потому что с таким аспектом лучше в максе чейны. Потому что фисты вообще, берутся чисто, чтобы, давать комбу из фистов плюс чейнов. А тут для этой комбы есть, соответственно, ремик просто плюс чейны. Вот. Фисты можете подмаксить, только если играете там какого-нибудь пака. Это, в героев, которых можно просто с фистов в миду, убивать просто. Либо, там, если нужно что-то часто доджить. Вот в ту же Квапу можно это сделать, если вам, в кайф так просто. Вот. А так вы просто на втором левеле качаете фисты в один, чисто, чтобы ранжаком тестить. Дальше уже вы макшиваете щиток и берете потом чейны. На 10-м тальк скипаете, и на 12-м ульт в 2 вы не берете, а вмакшиваете фисты. Нижнюю башню сил тьмы атакуют. Курьер сил света. Он дальше покупает Каю. В дефолтной игре бы взял, наверное, Сашу, но здесь будет брать, скорее всего, БКБ. Потому что тут нужно будет драться, враги будут хотеть постоянно там по Думу Ультизраптора подраться, просто убить этого Эмбера, и вообще всех убить. Поэтому нужно будет взять здесь просто БКБ, чтобы от этого Леона и Дизраптора не умирать. К сожалению, чуть не хватило урона на Леона, но Курион прилетел и добил. Сейчас опять добьет пачку, будет обузить стресса. Скорее всего. Да. Потом, так как Сапа под мидом, может куда-нибудь смокнуться или просто будет Каю докачивать себя. И ждать активки. Все-таки будет лучше докачать Каю. Здесь просто откинул себе ремик, чтобы, если вдруг в него сейчас нападут, будут дефать тауэр, он просто инста улетел. Там. Вот, так как стоит ремик, может себе позволить, даже не видя никого на мапе, быстренько за тауэром убить пачечку, чтобы тауэр быстрее упал. Вот, а Бэйн стоит аккуратненько в кустах и ревилит какую-нибудь тэпку от врага. Побежал сначала на контроль активку в боте, потому что в топе, у него ближе стоит ремик, он сразу на него полетел, не теряя времени. Хотел помочь в топе, но видя то, что тут и без него справляются. Поэтому просто хотел развернуться, пойти в мид качаться, но увидел тут стаки, поэтому пошел качать стаки.
тоже такая фишка, если вы вот атаки качаете, можете кинуть просто ремик и зачейнить прям, ну, каждого крипа вообще. Собьем врагов с толку. Стоит здесь, ждет, чтобы, наверное, НШ заблочить, чтобы когда враги сюда придут, у них НШ не было, и они не смогли их покачать. И Биг просто докачивает здесь быстренько. Чейнами и щитком. Дальше идет скипать пачку в миди и откидывать из ранний ремик. И дальше будут, наверное, на 14 пытаться виздом отжимать врагов, потому что Таура не открыли в топе. Нужно пытаться отжимать виздом просто. Да, смокаются и идут в топ. Центральную башню сил света атакуют. Откинул еще один ремик, потому что к тому моменту, как они будут драться на виздами, первый ремик, его время действия закончится. Вот. В начале игры вы до покупки там, ну, хотя бы какой-нибудь Шивы, ну, либо, соответственно, Фастагана, ремики используются либо просто чтобы дать чейны, либо чтобы, ну, соответственно, выйти из файта. Вот. Никогда для нападения вы, ну, прям, чтобы влететь в героев, там, на 3 ремиках вы не используете, потому что у вас просто, ну, маны на это, ну, не хватит. И урона будет тоже не очень много. Ну, в определенных ситуациях можете, ну, понятное дело. Нижнюю башню сил света атакуют. Кидаете там ремик, чтобы догнать кого-то, дотянуться, но прям по КД для нападения вы этот ремик не используете. Ну, прям много ремиков. Один можно там кинуть, опять же, под те же чейны просто, и все. Откидывает ремик назад, потому что понимает то, что здесь его, ну, легко убить, там под стан Леона какой-нибудь. Скипает пачку и сразу же летит. И ремик он откинул не просто назад, а именно на кемп, чтобы потом сразу же вкачать кемп. И, ну, с этого ремика нанести урон этому кемпу. Но здесь, к сожалению, не дали докачать кемп. Начался файт в топе, он сразу же на него реактит под регенкой. Ну, у него просто есть регенка, потом после файта нажмет ее и будет фловый. Вот еще заметьте то, что на Эмбере, как и на Паке, как и на Герое с Монтой, вы можете доджить вот так вот анимации спеллов. То есть вот он на Леоне замахнулся в него, он нажал фист сразу же, и у Леона анимация отменилась просто. Вот. Ну, либо он сам ее отменил, если он в пол ее нажал. Вот, поэтому тоже берите на заметку, можно так там и, ну, и с манты, ну, любой додж, если у вас даже нейтралка есть из там 4-го вроде или 3-го тира, которая вас там с карты убирает, астралит. Вот, там против какого-нибудь вот того же там Леона, Тинкера какого-нибудь, который лазером замахивается и так далее, можете использовать. Здесь подрались в топе и дальше гейтуется сразу же в бот, потому что в топе уже забирать нечего. Они тавр открыли, зону для кача Марси оставили и, ну, и просто хотят, понимая то, что сейчас враги будут играть качаться в боте, поэтому он гейтуется и просто стоит, ждет здесь фраг. Ну, Копу, к сожалению, не убить, поэтому просто ее подпробили и открыли последнюю Т1 вышку. Кстати, Марси через доминатор. Вот сейчас вообще прошники стали на каждого кора покупать домик себе. Даже там на Вайда, на Луну, вот у Ятора я видел. Вот можете тоже потестить, потому что с домиком можно любую линию вставить.
Так, мы чуть файл здесь пропустили, знаете. Пересмотрим. Вот, задоджил анимацию Дума, но еще один ремик, к сожалению, кинуть не успел. Поэтому словил Дум, но в целом впитал кнопку и файт выигрался. Не успел просто на второй ремик полететь. Ну, как будто лучше бы стоило тупо кинуть ремик и нажать чайны и просто покатить чуть этого Дума. Но в целом то, что он Дум впитал, это, ну, хорошо. Потому что сейчас, когда они будут, ну, как-то зажимать врагов по карте и отбирать, ну, там, двойку и большой лес, у них не будет этого самого Дума, чтобы дефать. Поэтому это даже хорошо. Потому что Эмбер в целом не очень много потерял с этой смерти. Ну и плюс, ну, Рошана они сразу же пошли забирать. И здесь не будет Дума, чтобы подефать. Силы света используют сканирование. Рошан убит силой Сразу же тьмы. идет на активочку. Падает очень хорошая активка. Сейчас отпушит пачечку в миду. Может отпушит next. И пойдет с команды дальше искать киллы себе просто. Ну и, ну, скорее всего, он здесь просто захочет себе БКБшку докачать. Силы тьмы Но используют еще вот сканирование. тоже такой, ну, потный, можно сказать, момент. Для, ну, тем более для обычных мидеров. Здесь он на карте никого не видит, понимает то, что сейчас из No Vision могут на него дизраптора поставить. Поэтому просто нажимает щиток и нажимает пачку фисты чайны, а не качает ее просто сам. Вот, потому что на мапе никого не видно и боится то, что, ну, в него, соответственно, могут выйти враги. Силы тьмы используют сканирование. Вот, потом Верхнюю сразу башню же сил идет света атакуют. качаться, просто в лес, чтобы купить себе БКБ, просто и с этой самой БКБшкой уже можно будет просто буквально заканчивать игру. Но уже как только он купит БКБ, единственная угроза для него это будет Дум. Если он этот Дум как-то, ну, Не отказывайся задоджит, от золота. то есть, ну, дадут Дум не в него, то по факту Эмберу 0 угрозы, и он может делать в файте что угодно. Аккуратненько здесь себе стакает, кидает ремик, плюс чайны, чтобы, ну, чайны опять же были по всем крипам. Вот, купил БКБ, и с этим БКБ сразу же пойду что-то делать. Вот, играют они по топ в целом, пушат по КД топ, чтобы под 20-ю здесь сразу же забрать Торментора. Пока линия впушена, понимают то, что здесь в лесу кто-то будет качаться, потому что, ну, у врагов есть инфа, что все в топе. Поэтому они неожиданно просто нажимают смог и идут вот здесь вот что-то делать. На пачке никого не увидели, поэтому Бристлбэк сразу же раздревилился. Фуриону в целом пофиг на это смог, потому что он прилетит просто на ТП. Нижнюю башню сил света атакуют. Попытался кинуть ремик, чтобы успеть сбить телепорт, но, к сожалению, не успел. Поэтому сразу же идет на активку и качать пачку в Центральную миду. башню сил тьмы атакуют. Нижнюю башню сил Еще, света заметьте, у атакуют. него всегда абсолютно Силы есть тьмы телепорт, укрепили свои потому сооружения. что на лоу ПТС часто забывают брать самые телепорты, и поэтому иногда бывают моменты, где они не могут подвыйти, или где-то не могут забудить рессы, и где-то не могут тэпнуться, помочь Нижнюю команде. башню сил света Вот, атакуют. поэтому тоже не забывайте себе телепорты покупать, как и в начале, так и в лейте, это очень-очень важно. Нижняя башня сил света разрушена. Дальше уже просто агрессивно ищет здесь просто там в лесу МБСапов каких-то, просто, ну, если повезет.
Но вроде я на мапе всех видел, поэтому здесь просто аккуратненько, ну, будет выпуливать пачки и там МБ лесок подкачивать. Но пса у них там не стоит. У Дайр, поэтому да, лесок вот сюда качать немножко страшненько. Вот. Понимаю то, что на Торме он в целом не нужен, поэтому просто чтобы пока Тайдбаунд понимает то, что Тундра на Торме, чтобы они обратно не впушили пачку и не добили бы вот этот условно Т1, он остался в миду и просто здесь вот, ну, подкачивается аккуратненько. Вот. Дальше будет брать КСА Шуганим. Здесь Шива в целом не нужна, потому что с руки здесь никто не бьет, никто не регенится. Вот. Шиву покупаете тогда, когда, ну, есть хотя бы там один герой, который либо как-то регенится, либо бьет с руки. Сейчас из метовых, наверное, это какая-нибудь там, ну, ДБшка условная, там, все иллюзионисты, ну, и все, ну, и просто там керри, любые там атак-спидные, и все. Вот, во всех остальных ситуациях можете просто в пастаган купить, чтобы, ну, по файту летать просто бесконечно. Вот, шарты мы здесь выбили, но в обычных играх, где вам его не выбивают, вы его покупаете перед ганом просто. Чтобы, ну, когда вы купите аган, вы смогли просто весь файт на ремиках летать. То есть зачастую это происходит либо после КСАши, либо после Шива. Нет ускорения. Здесь, наверное, даже попытается один что-то прокинуть ремик, как-нибудь убить, потому что он под хостой, у него БКБ есть. Но, к сожалению, Чейн, видимо, ну, просто решил не жать или там как-то не успел, не среагировал, и поэтому никого не убил. Но он их отсюда прогнал с этой зоны, они не успели там какие-нибудь вардики поставить или что-нибудь такое. И поэтому все хорошо получилось. Ай-яй, Фурион Марси заруинил, просто он тэпку не смог сбить. Вот здесь просто пачечки скип, уже, ну, ремики тратить здесь падал, конечно. Поэтому пачечки скипает просто фистом плюс чейном, потому что чейн у него уже... и чейн и фист у него вмакшенный, вот. Ремик в 2 не берет до талого, и уже после вмакшивания фистов берет себе талик на барьер щита просто. На 15-м... Ой, перемотал случайно. На 15-м возьмет себе просто, ну, соответственно, левый талик, скорее всего. И потом уже, ну, будет домакшивать себе Фернандо. Ну, вообще сейчас очень часто еще берут правый от щиточка просто, ну, на дэмэдж. Ну, в игре, где вы можете контачить, то есть где вы купили БКБ и можете контачить прям с челами, берете правый. В игре, где вы просто на дистанции даете контроль, либо просто нужно много контроля, потому что у вас его не хватает, берете левый. Здесь откинул ремик просто, чтобы, ну, кота подамажилась, потому что, ну, и, соответственно, экспачка, потому что у него с шардом ремик начинает, ну, в радиусе своем тоже выжигать. И МБ еще, и когда вы вот такие рандомные ремики откидываете, если сюда вот какой-нибудь вот такой вот сапик слишком близко подойдет, вы можете нажать чейн, полететь на этот самый ремик, ну, и убить этого сапа просто условно. Но здесь маны, конечно, маловато, и на мапе больше никого не видно. Ну и плюс там чейном не дотягивался, поэтому он так не делает, но просто там берите себе на заметку, что так можно делать.
Опять ждет активку просто. Дождался активки. ПКД впушивает линии. С шардом уже можно это делать тупо ремиками, вообще даже не показываясь на пачках. И просто качать агоним. И МБ сейчас будут ждать кого-то на отпуше пачки. На вот попа показалось. И еще дизраптор под ней. Вообще круто. Опять задоджил глимпс. Кинул ремик, вышел из круга дизраптора и полетел сразу же на ремик. И убивает этого дизраптором. Отпушит пачку офисным чином. И сейчас будут играть просто под Рошана. Он уже реснулся. Но Тундра пока что об этом не знает. Центральную башню сил света атакуют. Аккуратненько сюда смотрит, если вдруг... Ну, смотрел точнее сюда, чтобы увидеть, когда подойдет сюда пачка. И как только пачка подошла, он нажал чейн, чтобы эта пачка умерла просто. Тоже такой, ну, потненький момент, такая, ну, фишка типа. Не теряет времени, пока качается. Кач-кач-кач и просто ждет ну, свой power spike, то есть аган. Откинул ремик, чтобы пачка дамажилась, и полетел просто восстанавливать все ману и забирать аган. Вот. Забрал аган, нажал чейны, на пачку не возвращается, потому что его здесь могут ждать, опять же, с тем же ультом дизраптора. Да, до него 9 секунд, но вряд ли он, ну, они запомнили прям точное время. Вот, поэтому чуть боится. Ну, даже если не ульт дизраптора, ну, банальный просто хекс Леона плюс Дум, ну, даже без Дума просто хекс Леона, ульт Квапы, там и станом продлить, все, он труп. Поэтому на ремик он пока никого не видит, не возвращается. Как только впушилась пачка, сразу же вернулся на ремик и сразу же не пешочком побежал на активку, а потому что его все равно могут здесь ждать, а ждать то, что BZM просто ждет, пока пачка дальше пройдет, чтобы вернуться на этот ремик. Сразу же, как прилетел на ремик, откинул дальше и полетел, ну, на активку. Вот, чтобы, ну, не рисковать и ну, 100% забрать активку как можно быстрее. Вот уже с Аганом сейчас просто будут играть вот в этой зоне, чтобы забрать Рошана. Откинул ремик, но опять же на пуш пачки и просто ждет, пока команда там что-то начнет. Команда начинает, сразу же за миллион ранжи летит туда. Сначала нажал чейны, только потом уже полетел. Вот кидает, раскидывает ремики. Сейчас скилла у него ремик обновится. Летит на саппо. Опять ремик обновился из-за шарда и полетел обратно убивать здесь. И в итоге рампагу сделал аж. Вот с Аганом можно вообще файтах экшен устраивать. Еще, когда, ну, здесь ему просто, ну, не хватило ремиков, чтобы так делать, но вы можете в файтах, когда все в кучке стоят, короче, просто бесконечные ремики влево-вправо раскидывать. Вот. Может быть, так как он покупает рефрешер, может быть, мы это еще увидим до конца игры. Вот. И вы поймете, как это делать. Откидывают просто ремики на будущие пачки, чтобы был, ну, максимальный отпуш. Сейчас, как только пачки выйдут, просто чейны, наверное, нажмет. Да. Вон там в боте тоже зачейнились. Крипы. Да, в итоге взял левый талик и на 20-м берет правый, потому что, ну, в целом он через, ну, фисты особо не дамажит, а вот, ну, чейны очень много дают. Верхнюю башню. Вот, на 25-м берете правый, потому что левый, конечно, ну, вроде бы приятненько 12 секунд кулдауна, а вроде этот талик максимально бесполезен, потому что у вас шарт, ну, буквально откадешивает ремики бесконечно. Вот.
Поэтому я вообще не вижу смысла левого талика вообще. Ну, зачем его, ну, банально добавили. Вот, поэтому всегда правый берете, потому что 2 заряда фиста это, помимо дэмэджа, это еще и дополнительный, ну, просто додж, ну, и можно сказать, под сейф, да. Вот, поэтому в левом талике вообще смысла не вижу. Дальше не лезут никуда и просто ждут, пока Эмбер Рев докачает. Но тут, к сожалению, враги на них полезли. Но получилось, что это, к сожалению, для врагов получилось, потому что Эмбер в инвизе просто разревелил смог. И почти убили здесь всех. Но не успел тэпку сбить Леону. Ну, его просто не догнать, к сожалению. Вот. Забирают Рошана. Купит рефрешер себе уже на Эмбере. И пойдут заканчивать игру. Нижнюю башню сил света атакуют. Давайте чуть проскипаем. Пачки отпушит аккуратно, но просто через ремики. Под них, ну, не встает. Даже вроде как, ну, у него просто уже такая привычка. Ну и плюс это эффективнее, чем просто в пачку вставать и щиток тратить. Вот. Ну и плюс у него привычка такая, что уже ни на какой стадии игры нельзя поставляться, когда есть такая возможность. Силы тьмы используют сканирование. Вот. Силы света используют сканирование. Стоит далеко от команды, но понимает то, что, ну, у него ремик просто миллион ранжей, поэтому он к ней моментально подлетит, нажмет рефрешер и всех убьет. Поэтому может позволить себе, когда команда бьет ХГ, просто покачать эншентов. Еще, кстати, ну, если вы играли на Эмбере, вы, скорее всего, об этом знаете. Но если вдруг вы только собираетесь на нем играть, и вот решили посмотреть гайд, ну, либо просто тоже не знали, даже если вы играете на Эмбере, когда вы нажимаете фист, у вас прям сам герой, можно сказать, находится в зоне фиста. Поэтому, когда вы находитесь в зоне фиста, то есть вы там можете задамажить от Шивы, нажать моментально глипнир какой-нибудь. Ну, условно, просто глипнир вы, конечно, вряд ли покупать будете. Ну, просто, ну, то есть Шивой задамажить, щитком там задамажить и так далее, чем угодно. Там заюлить героя можно прям вот, ну, в фистах условно, да. Вот. И еще в фистах можно нажать телепорт. То есть, если вы с какого-нибудь ПЛ условно, да, или, ну, просто много юнитов, можете нажать фист step out, и вы, ну, и вам просто его сбить не смогут. Вот. Вот здесь опять, ну, сейчас будет просто, сейчас будет летать туда-сюда. Ну, прям туда-сюда не увидели, но получилось все равно красиво. Просто залетел на ремике, дал чейн и пошел просто туда-сюда летать. Словил Doom, сразу же нажал просто БКБ тэп-аут и, не теряя времени, пешочком просто бежит обратно. Вот, но тут уже Тайтбаунд написали ГГ. Вот такая вот каточка получилась. Дальше бы уже докупил бы себе Шиву, чтобы просто, ну, было больше урона. Вот. Пишите, кого следующего записать. Там можете и на сапов, и на керри запросить, так скажем, героя. Вот. Или, ну, опять же, какого-то игрока, может, хотите увидеть на какой-либо позиции. Вот. Всем спасибо, всем пока.